Посетившему Восточный Туркестан для репортажа о лагерях пыток, которые Китай называет школами профессиональной подготовки, корреспонденту BBC, вопреки надзору полицейских, удалось посетить некоторые районы. Перед визитом Джон Садвард встретился с некоторыми людьми в Турции и Казахстане, от которых получил фотографии и адреса их родных, находящихся в Восточном Туркестане. Корреспондент выяснил, что жертвами китайской политики под названием «Школы профессиональной подготовки» становятся дети мусульман, которых забирают в лагеря пыток. Несмотря на то, что китайские власти продолжают отрицать наличие лагерей в Восточном Туркестане, после визита BBC было выявлено, что во многих домах долгое время никто не живет. Попытка местного управления Гонконга продвинуть в парламенте закон об экстрадиции и протесты против властей обратили внимание мирового сообщества на англо-китайскую декларацию, подписанную в 1997 году. В 1842 году между Англией и Китаем разгорелась война из-за опиума, в результате которой Англия захватила Гонконг. Позже, в 1898 году, правительство Англии арендовало Гонконг на 99 лет. Перед тем, как Гонконг был передан Китаю, Лондон и Пекин подписали вышеупомянутую декларацию. Несмотря на то, что Гонконг считается частью Китая, перед его передачей для обеспечения дальнейшего развития капитализма Англия ввела систему «Единая страна, два управления». Европейские представители сообщили, что НАТО приступило к модернизированию своей оборонной системы для противостояния российским баллистическим ракетам среднего диапазона с ядерными боеголовками. Ожидаемые изменения в оборонной системе НАТО для отражения угроз со стороны Ирана и других государств может разгневать Россию и привести к расколу альянса. Бывший сотрудник Пентагона и специалист по НАТО Джим Таунсенд считает, что данное решение может привести к необратимым последствиям. Имам Хатыб столичной мечети Ирана Аятулла Муваххиди Кермани заявил, что для уничтожения Израиля достаточно разбомбить атомные электростанции страны. Сообщивший, что Иран продолжит добычу обогащенного урана, Кермани напомнил, что Тегеран против использования атомного оружия. «Несмотря ни на что, мы продолжим добычу урана. Для того, чтобы избежать кровавой бойни в Персидском заливе, Америка должна забыть о военном вмешательстве», заявил Кермани в конце пятничной проповеди. Россия осудила автономное управление Гибралтара, подвластного Англии, из-за задержания иранского нефтетанкера. В письменном заявлении Министерства иностранных дел России указывается, что танкер был намеренно задержан для усугубления ситуации в Иране и Сирии. В заявлении были использованы следующие слова: «Мы осуждаем правительство Гибралтара, которое 4 августа задержало иранский танкер при помощи английских военно-морских сил».